И я работаю, я, значит, мечтала вот об этой как бы деятельности, потом после консерватории я попала к выдающемуся вообще педагогу. Сейчас это выдающийся пианист Григорий Соколов. И мне вот посчастливилось у него учиться, и он там, видимо, что-то вскрыл вот, в голове. Потом я, значит, приехала, сюда стала преподавать, и потом меня пригласила сестра, она была в художественном руководителем театра, и она пригласила меня. Вот, Сережа, вот не надо. Здорово, здорово. Она меня пригласила, я сюда пришла, работать заведующим музыкальной частью в тот момент, когда в 91 году вот республика образовалась, и театр у нас же был вначале Хакасский национальный, потом из Воткинска приехала русская труппа, они объединили, стали театр Лермонтова, 2 труппы было. Потом в 91 году они опять разошлись и сами по себе стали существовать. И вот она меня пригласила работать заведующим музыкальной частью, и как-то вот так вот пошло вот что-то сочинительство, откуда-то неизвестно откуда стало вот оно появляться. И мне до сих пор это удивительно, потому что, ну, я не знаю, может, какие-то порталы были, которые открылись неожиданно. Здорово. В общем, короче говоря, дух воды. Спасибо. Дух ветра. Спасибо. Сергей, вот просто надо взять в щипцы эту ситуацию. Да, вот записывать, ставить нормальные теги, ставить дату когда и заливать, чтобы это сохранялось. Народ не хочет. Вот хочет, не хочет, я говорю, вот в щипцы. Через не хочу, но это надо, потому что это должно сохраняться. Это великолепная вещь на самом деле. Да, действительно, это, да. потому что здесь скромность, она неуместна, это просто надо фиксировать документально, чтобы оно было. Документально. Что у нас на самом деле существует. Да, Ну это вот просто как какая-то некая. И мне самой интересно, думаю, откуда это все берется-то? Почему пальцы-то играют? Пальцы играют, я сижу и сутками, понимаете, пишу это все ноты. Вот. Ну ладно, это, в общем, давнишние вещи, но вот сейчас ветер.
Дух огня. Что-то один вот видишь, вот рукав, и ты так снимаешь. Это вообще не принципиально. Вообще, очень. Речь не про рукава здесь происходит. Помимо рукава, да. Так, вот теперь огонь слушайте, что мне пришла какая информация. Здорово, вообще здорово, здорово, здорово. Чуть-чуть. Надо переписать вот этот огонь к концу. Не, знаете, Татьяна Федоровна, тут на самом деле немножко ситуация другая. Вот, тут не только же музыка. А тут Катющик. Тут, Как тут как атмосфера, что он потом тут скажет. атмосфера другая, да. Ну, понятно, что вы хорошо Знаете, я играете. маленько успокоюсь. Я сыграю вам богиню Умай. Это полуптица, получеловек, но трилогия богов у хакасов, да? До 3 месяцев, как женщина забеременеет, она уже дает капсулу жизненную. И охраняет ребенка до 5 лет.
Поэтому хакасы воспитывали так своих детей, что нельзя было их на них кричать. Они говорили, это ребенок богини Мумай. Если ты плохо будешь относиться, она увидит и заберет ребенка. Больше не даст. Может быть, это звук, это свет? Ну, нам всем не хватает любви. Так, я правильно понимаю, это ваше произведение, сколько вот это вот? Да. Ну, у меня их около 100. Это какой год вообще? Вот это конкретно, вот это вот богиня Мумай, 95-й. Я написала ее для детской сибириады, которая проходила у нас на стадионе. Сибириада, детская сибириада. И там выходила вот богиня впервые. Нам интересно было показать это. И она выходила, у нее были крылья, красивый костюм был. И вот я сидела вот на этом месте, вы сидите, смотрела в небо. Мне так хотелось, чтобы дети почувствовали вот какую-то божественную У любовь. нас в Хакасии кто-нибудь вообще есть архиватор какой-нибудь, который вот ведет? Ну, вот, Вы знаете, вот с этим на самом деле большая проблема, потому что вот на уровне правительства, да, если бы такую структуру создать бы, которая бы фиксировала бы самые значимые такие явления культуры, ну хотя бы вот, у нас нет такой структуры, для службы такой нет. К сожалению, нет у нас этого. А почему вы заинтересовались, что вот именно в какой год эта информация пришла? У вас какие-то ассоциации с этим? Я что хочу сказать. Вот у меня, я в свое время вот ругал Гошу Лешу, ну извиняюсь, наших художников хакасских, Ултургашева, Сагалакова, что они не сохраняют ни фотобанк своих работ. Ну, грубо говоря, вот это вот как Нет, ну они единовременный всплеск, вот раз оно появилось, раз ветром унесло, через какое-то время оно может забыться, может не забыться. А должно храниться. Ну, да. Вот то, что вот Олег сделал, Шавыркин, да, что вот он Ричарда, вот графику Ричарда, вот очень выразительная графика. То, что он эту графику собрал, вот просто постоянно этого Ричарда нарисуй мне и это, сделай мне и это. И Ричард приносил ему работу, приносил, Олег давал Ричарду денежек, и вот весь спектр работ Ричарда, да, который мог быть, сейчас у Олега есть, а мы можем сказать, вот есть вот фотобанк работ Ричарда. Если у нас такое по музыке, кто вообще этим должен заниматься? Если нет, надо вот просто... Урывочно есть, на студии записывают, но это для своих нужд. Филармония для себя, театр для себя. А для общей коллекции вот какой-то фонд такой создать, чтобы Вот, такого нету, к сожалению. Просто надо галочку себе поставить, и найдется оно решение в течение там, года, 2-3 ближайших, оно найдется. И пока вот оно есть, это надо обязательно все саккумулировать, грамотно записать на носители. Вот здесь
в принципе, что я увидел, что я услышал. Что вы увидели, что вы услышали? Во-первых, это очень круто, это очень здорово. Во-вторых, с этого всего надо, ну, есть потенциал для использования. Ну, вот, допустим, богиня ума это может вот просто элементарно заставка для вечерней детской передачи, например, вот начало. Вот элементарно. Позывные, да. Такой вот заход благоприятный, вот прям. Дальше рингтоны, там, ну вот просто потребительская какая-то шелуха, но ее надо вот как бы запускать, надо прикреплять к этому имя, надо запускать, чтобы это было в обращении. Вот в этом как раз и движение культуры, оно и заключается, что есть интеллектуальный продукт, созданный здесь. Его надо как-то стартовать. Ну, просто надо людей взять схему, как-то обозначить, кто поддержит эту идею, да. Допустим, кто-то есть на радиостанции, кто-то есть на телевидении. Чтобы люди знали, да, что вот у нас вот накапливается база данных, изобразительный ряд, видеоряд, музыкальный ряд, тот ряд, этот ряд. И чтобы вот это вот как-то по капельке, но входило в информационный поток. Вот надо каких-то вам дежурных по стране, не знаю, выбирать, делать и это, чтобы Я у вас ответственные по хакасскому. Я для себя дежурю, таким образом иногда музыкальные концерты записываю, но некоторые музыканты начинают возмущаться: вот зачем выставил меня, там я плохо играю, там я сфальшивил. С музыкантами здесь, знаете, сложно. А вот таких разбирать на хак-собрании. Вот были пар-собрания, сделать хак-собрание, собрать. Вот у нас, допустим, вот мы собрались, у нас 12 человек дежурных по хакасе, по хакасской культуре. Вот возьмите, соберите, назначьте. Вот. Петр Петрович, ты назначен на следующие 3 года дежурный по хакасской культуре. Вот нас 12 человек, мы тебя назначили. Будешь решать такие вопросы. Ты сопротивляешься или не сопротивляешься? Все в принудительно, добровольном порядке. Выбрали, назначили. И вот эти вопросы, кто-то против. Все, вот у нас собрание, мы 12 человек, тебя осуждаем или поощряем. Снимаем все подряд Нет, концерты. Ну правда, надо что-то делать. Я вот, когда такое вижу, это главное не должно пропасть. Потому что, ну вот, сейчас мы поиграли, послушали нам, а вот эмоции и так далее, так прочее, что будет там через сколько-то лет? Ну нет, они изданы, конечно, дети играют их. Но так, чтобы автор, конечно, играл, такого нет, ни видеоряда, да, но Сережа меня записал в 2001 году. Спасибо тебе. Вот просто вот сейчас надо передать торжественные права Сергею на заливку, съемку, вот. Да. Это еще тут по авторским правам вопросы возникают, поэтому тут. Вот по авторским правам я. Там решить надо или решать надо. Вот просто надо всем. Я вот тогда подбивал, я говорю, вот то, что если Олега делает, ну вот эту вот вещь собирает, ребята просто. Делегируйте ему права. Вот какие-то копейки вы гипотетически там с этого лишнего можете получить, можете не получить. Но если он просто будет издавать альбомы какие-то или что-то делать, это будет, во-первых, продвижение вас, продвижение бесплатная реклама. Культуры и реклама. Да. А если вы вот каждый так болезненно реагируете на права ему, чтобы издать какую-то книгу, да, с вашими работами, это ему надо 3 года потратить нервы, чтобы на согласование ваших авторских прав. Да, вот есть же эти формы, которые, так сказать, я... Разрешаю. Да, вот хакасское культурное соглашение по авторским правам. Мы, люди творческой интеллигенции, декларируем право на переиздание хакасских работ. Одно издательство один раз имеет право полное бесплатно издать мои работы и так далее. Будешь подписываться? Подписывайся. Не будешь? Ставим галочку «Отказ». И вот те, кто подписывается, знают, тогда будет движение. Ну, Да. все копейки все равно поделить невозможно. Кто подписывает, тот патриот. Кто не подписывается, ты не патриот. Да, патриот, не патриот, я не знаю, это актуально, не актуально. Здесь одну плоскость, без патриотической плоскость хотя бы искусство вести, потому что должно это сохраняться. Это нельзя, чтобы оно... Спасибо.